көчөгүнү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Мамытов талант тарабынан мага кат түштү. Ал катты азыр пресс служба биздин Назгуля баарыңарга тарап берет. Ал киши айтты, мен дуалды алып бергиле, анан ушу тегерегин көрктөндүрүп, жашылдандырып бергиле. Ошонун негизинде, ошол каттын негизинде здание Жогорку Кеңешке карайт, имарат. А тегерегиндеги дуал зданиядан бери карай 5 метр, 2-3 метр биягынын баары меники, мэриянын. Ошонун негизинде мынауреки дуалдарды алып атат. Что будет с этим забором? Скажите, пожалуйста, куда будет? Ассаламу алейкум. Ал дуарды бир жерге коюп коем. Анан кийин чечим чыгарабыз. Азыр бир жерге жыйнайбыз. Анан кимге керек болсо, кандай керек болсо, бүт баары мамлекеттик керек болгон структураларга берем. Сурагандар. Канча акча кетет? Баягы мэрияда дефицит болуп атпайбы азыр? Анан Мунун кескени эме? Бул тазалыктын өзүнүн жумушу бул. Көрктөндүрүү боюнча проект жасайбыз, эми көрктөндүрүлө турат мындай. Бирок өтө көп деле акча кетпейт го деп ойлойм. Дуалды алуу бул биздин айлык алган эле сотрудниктер алып атат. Бул биздин күнүмдүк эле жумуш сыяктуу. Биз бат эле алабыз аны. Алганды билесиңер да өзүңөр, биз бат эле алабыз. Вместе с фундаментом можете? Нет, фундамент останется. Фундамент. Ну, может быть, там фундамент оставим, может, благоустроим его. Нормальный, соответствие приведем. Потому что, ну, чуть-чуть там безопасность должна остаться. Может, машина какой-то этот другой. Может быть, кто-нибудь хочет зайти. А людям здесь спокойно можно будет гулять? Конечно, вот до здания можно гулять. А вот эти памятники останутся или нет на заборе какая? Да, бияк жагынан останется. 3 линии, которые стоят доски, они останутся, и с той стороны тоже останется. А ну спасибо. До этого сказали, биз эми тазалыктын складтарына батса, эми бул биздин жумуш да, шаруалык жумуш. Аяка коем, өзүм билем да, эми аны жөн эле койгулачы өтүнүч. Ательге коембу, складка коембу, только үйүмө койбом да. Ушул эки бурчтун кайсыл жактары калат дедиңиз, ошону тагыраак айтып коюңузчу. Мына 1, 2, 3. Бул жаңы бийликтин ниетин билдирет. Бир баштангыч. Мен жана айттым го, Кыргыз мамлекети 1991 жылга чейин Кыргыз Республикасын курганга чейин 7 мамлекет куруптур. Эчен кагандыктар империя куруптур. Ушул акыркы өлкөбүз, акыркы республикабыз өтө кыйын акыбалдан өтүп атат. Кудай бизге түөлүк берсин ушул республикабызга. Демократиядан чегинбей, эл менен жакындаша берели. какие еще впереди планы по благоустройству территории? Как вы знаете, я работаю до апреля месяца. После апреля придет Горкинеш, и новый Горкинеш изберет нового мира. Я второй раз баллотироваться не буду. В данное время моя цель первая – это коронавирус. Второй – осенне-зимний период. Третий – цены на рынках. Четвертый – новостройки. Я их хочу узаконить. Бедный, сколько можно так жить? Без паспортов, без никаких документов. Вот Төкөлдөш, товарная, Карпинка, 100 лет они уже не оформлены. Я хочу их оформить, понимаете? Потом есть некоторые... Азиз Эмильбеков Сурахматов, он очень хорошие вещи начал. Он начал строить в парках. Я хочу в городе построить все тротуары, нормально сделать для человеческих условий. Я хочу себя спроектировать. Потом уже следующего года это тротуары начнутся работать. Казанский мэр Бишкека Булбак Толбаев заявил, что после того, как забор уберут, что здесь... Здравствуйте. Так, пойдем ближе.
Hazırlıklar практически барлығы деп 3-4 жылдан бері. Jaki można potrzymać tam? Решение тех проблем, которые сегодня в народе имеются. Поэтому в первую очередь эта идея была ныне премьер-министра, исполняющей обязанности президента Садыр Нургожевича Джапарова в парламент. И как спикер я поддержал эту идею, депутаты тоже поддержали. Вчера мною подписано письмо на имя мэра города Бишкек о демонтаже данного забора. Скажите, пожалуйста, как будет теперь соблюдена безопасность, да, этого первого здания в стране? Ну, безопасность минимальная должна быть, но когда-то это здание существовало и без забора. Это уже потом возвели, я думаю. В первую очередь мы должны быть открыты. И между властью и народом всегда должен быть открытый диалог. И у народа должна быть возможность всегда прийти, задать те или иные вопросы, имеющиеся парламентариям. На сегодняшний день каких-либо вопросов, которые должны утаиваться, у власти нет. Мы должны максимально быть открытыми, прозрачными. Конечно, проблемы есть, и все недовольства одним разом решить невозможно. Но, однако, мы готовы к обсуждению этих вопросов и вместе с народом принимать решения в решении этих проблем. Скажите, пожалуйста, о ремонте зданий и когда вы сюда переедете? Ремонт здания, сейчас данный вопрос решается. Депутаты инициировали и отказались от получения своих заработных плат. Данные средства позволяют на сегодняшний день нам решить вопрос разбитых окон и дверей. Следующий вопрос – это на сегодняшний день есть меценаты, есть люди, которые готовы помочь в решении этих проблем. Максимально